По городу Кызылу наиболее крупные пункты проката находятся в районе Центра Азии и в Молодежном сквере. Только на них около 30 электросамокатов, и такое количество создает немало проблем. Эти молодые люди едут на электросамокатах по проезжей части со скоростью, явно превышающую допустимую. Обгоняют прохожих и о безопасности своей и окружающих едва ли задумываются. А это уже непоправимые последствия. Полицейские установили, что пострадавшие дети арендовали электросамокаты. Защитной экипировки на них не было. Мы посетили несколько пунктов проката и только в одном выдавали защитные шлемы и наколенники. Но во всех пунктах проката проводились инструктажи. В вечернее время 21 июня в медицинские учреждения Кызыла с травмами различной степени тяжести поступили 3 несовершеннолетних. Все они пострадали, катаясь на арендованных в пункте проката электрических самокатах. Так, 14-летний подросток, управляя двухколесным средством передвижения, на большой скорости наехал на велосипедиста. В результате падения он получил черепно-мозговую травму. Во втором случае 17-летняя девушка со своей 7-летней сестрой катались на одном электросамокате. Во время остановки не сработала тормозная система, и на полном ходу девочки упали на асфальт. В травматическом пункте пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки на наличие или отсутствие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время по материалу проверки назначены судебно-медицинские исследования для определения тяжести вреда здоровью несовершеннолетних детей. И по результатам данных заключений будет принято процессуальное решение. Для взрослых самокаты – новый вид транспорта, а для подростков – обычное развлечение. Причем совсем небезопасное. Но многие юные самокатчики пренебрегают средствами защиты. Отсюда и характер травм. Сейчас только в республике ежедневно десятки человек берут самокаты в аренду. Тем более сделать это очень просто. По данным фактам, сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника и арендодателя электросамокатов по соблюдению техники безопасности при сдаче в прокат в использовании двухколесных и скоростных средств передвижения. Вот только по закону, кто передвигается на так называемом малом электротранспорте, не руководствуются правилами дорожного движения для водителя. Ведь они не водители, а пешеходы. К пешеходам приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства передвижения. Но последние модели самокатов позволяют катающимся на них пешеходам разгоняться до 80 км в час. В Министерстве транспорта готовят поправки в правила дорожного движения. Езду на электросамокатах по пешеходным зонам предлагают запретить. Скоростные самокаты приравнять к мопедам, для управления которыми потребуется водительское удостоверение и регистрация. Граждане, использующие роликовые коньки, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожных правил. Кататься на данных устройствах необходимо в защитной экипировке, то есть в шлеме, налокотниках и наколенниках. Это необходимо для безопасности как взрослого, так и ребенка при возможном падении. Передвигаться на подобных электрических средствах необходимо в местах для движения пешеходов, а именно по пешеходным дорожкам и тротуарам, при этом не создавая помех в движении другим пешеходам. Сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно, сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев. Также запрещается при движении на гироскутерах, сегвеях, моноколесах пользоваться мобильными телефонами или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках, кататься по высокоскоростным и прочим трассам, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта. Как вы относитесь к электросамокатам? К электросамокатам я отношусь негативно, так как они могут в любой момент врезаться в любого человека. У них же нет прав. Все такое. Также у них нет разрешения, так всякое. Вот, нет специальной дорожки для них. В любой момент могут врезаться в человека. С разных сторон. С одной стороны положительно, с другой отрицательно. С положительной стороны, так как это что-то новое для молодежи, интересное. А с другой стороны,
что это очень опасно. Травма опасна, и едут, не смотрят. Ну, я к ним нейтрально отношусь, к этим самокатам. Ну, типа, есть и ладно. Катаются людям, приносят удовольствие, и это самое главное. А как же безопасность на дорогах? Ну, за это тоже надо как бы вручаться родителям, чтобы ездили в защитном комплекте. Убедительная просьба к родителям: приобретая для своего ребенка подобное средство передвижения, в обязательном порядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге и позаботьтесь о необходимости защитной экипировки. Инна Клоян, Чайхен Дангак, Кузел Сарыксарен, Тува 24.